Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. Завершила свой визит в Турцию делегация депутатов Народного собрания парламента Республики Абхазии. Стоит отметить, что впервые за послевоенное время состоялась встреча представителей нашего парламента с турецкими парламентариями. И тут не имеются в виду депутаты только абхазского происхождения, но и другие представители парламента Турции. Сообщается, что абхазские и их турецкие коллеги обсудили ряд важных вопросов взаимодействия. Обсуждался даже план возможного визита в будущем году большой парламентской делегации Турции в Абхазию. Более того, депутаты наметили реализацию ряда совместных мероприятий как в Абхазии, так и в Турецкой Республике. Напомним, что изначально парламентская делегация направилась в Турцию по случаю выборов нового главы Федерации абхазских культурных центров в Турции. На этот пост был избран Мурат Махария, который сменил на этой должности Атанура Акусба. Визит абхазской парламентской делегации в Турцию завершился встречей с руководством партии «Ватан». В этой встрече также участвовал помощник президента Северного Кипра. Подробнее о том, как проходили все эти встречи в Турции, каких продвижений можно ожидать в абхазо-турецких отношениях в ближайшем будущем и о некоторых других темах в интервью нашей передачи рассказал депутат парламента Республики Абхазия, председатель комитета по межпарламентским связям Астамур Логуа. Астамур, здравствуйте. Здравствуйте, Арифа. Расскажите, пожалуйста, с чем была связана поездка делегации наших депутатов в Турцию? Спасибо за вопрос, Арифа. Значит, в первую очередь хочется отметить, что это, скажем так, логическое завершение, можно сказать, кропотливой работы, которую мы проводим не первый год. И, безусловно, тут было много факторов, почему это все затягивалось, почему мы не могли раньше попасть в Турцию во главе делегации, во главе со спикером. Но в этот раз мы решили объединить все мероприятия. Во-первых, мы 2-3 недели назад были, отдельная группа депутатов, представителей парламента была в Турции. Мы договаривались о тех встречах, которые провели вот буквально на прошлой неделе. В первую очередь, конечно, мы посетили выборы главы Абхазской Федерации, главы Федерации абхазских культурных центров, понаблюдали за этим мероприятием. Должен отметить, что делегация была достаточно большой. Представляли Абхазию не только депутаты, но и представители разных ведомств Абхазии. Отрадно отмечать, что мы уделяем такое внимание, как страна, своей диаспоре и работой с нашей диаспорой. Нужно отметить, Арифа, что впервые в Турции Федерацию абхазских культурных центров в этот раз были выборы альтернативные, потому что было 2 кандидата, и народ прямо-таки вот избирал из 2 кандидатов главу. Оба кандидата достаточно известны в Абхазии. Это, безусловно, более опытный взрослый Орал Бганба, который является одновременно главой Адапазарского культурного центра нашего. И второй — это Мурат Махария, более молодой, более, скажем так, молодой. Победу одержал Мурат Махария. Его выбрали новым руководителем на 2 года. Мы, безусловно, пожелали Мурату плодотворной работы. Конечно, мы будем поддерживать все контакты, которые были и, надеюсь, будут. И, может быть, работа будет еще интенсивнее, с нашей диаспорой. Безусловно, там нет проигравших и победителей в большом смысле этого слова, потому что и Орал большой патриот Абхазии, и его пламенная красивая речь предвыборная, которая наполовину звучала на абхазском языке, конечно, вдохновляла всех присутствующих в этом зале. И ему огромное спасибо. Я надеюсь, что они будут плодотворно, совместно работать на благо нашей диаспоры, жителей, которые живут, граждан наших, и, соответственно, своей исторической родины.
Астамур, также я знаю, что в этот раз вам удалось встретиться с депутатами турецкого парламента. Расскажите, пожалуйста, об этом, как это было. Да, с большим удовольствием расскажу, конечно. Ну, во-первых, нужно отметить, что мы к этой встрече готовились и не один месяц, скажем так, этим занимались. И буквально до вот нашего последнего визита мы были 2-3 недели назад в Турции и готовили данные встречи. Я должен отметить, что нас приняли очень хорошо, наши друзья, уже могу и так говорить. Это, безусловно, в первую очередь абхаз по происхождению Ингин Папба, да, знаменитый в Абхазии человек, который, вы знаете, какую роль сыграл в проведенных на территории Турции выборах президента Республики Абхазии в прошлом. И он, как всегда, еще раз подтвердил, значит, свои намерения продвигать, да, имидж Абхазии, возможные какие-то контакты для абхазских коллег. Если по-честному, мы немножко даже опоздали, Арифа. Этим, наверное, надо было еще более усерднее заниматься. Тут никого обвинять не стоит, кроме самих себя. Мы могли, наверное, добиться больших результатов за 5 лет, проведенных в парламенте. Но это если говорить о самокритичности. Но все же, мне кажется, это большой результат, потому как по-разному могут относиться. Но это историческое событие, когда делегация абхазского парламента во главе со спикером встречается со своими коллегами в турецком парламенте. До нас это никому не удавалось сделать. И, значит, в этой части, конечно, очень приятно, что у нас это получилось. Значит, не говоря о Энгине Пабба, там есть еще и Левент Эшва, депутат, но, к большому сожалению, у нас с ним не получилось встретиться ввиду его загруженного графика, да. Но мы встретились и с коллегами, которые сегодня представляют, значит, правящую партию. Эти контакты появились у нас благодаря участию нашему, например, на выборах в Государственной Думы, наблюдали мы за выборами. И вот в рамках этих выборов удалось познакомиться с коллегами из турецкого парламента. И мы договаривались, что при любой возможности нашего нахождения в Турции найдется время для того, чтобы встретиться и обсудить какие-то вот проекты, контакты, значит, что можно было бы реализовать и какие у нас есть вопросы, которые мы хотели бы поставить перед нашими коллегами в Турции. Должен отметить, что это был не один депутат, а он позвал своих друзей, представляющих, опять же, повторюсь, значит, правящую партию. И у нас состоялся плодотворный разговор, как мне кажется, для первого раза, потому что мы наметили какие-то интересные мероприятия, которые будут носить экспертный характер, нашей встречи будущие, да, которые будут носить культурный характер. Вот, например, будут, даст Бог, какого-то рода очень интересные культурные мероприятия с участием высшего руководства Турецкой Республики. Если все сложится и пандемия нам не помешает, то это будет в ближайшем месяце до конца этого года. И наши друзья заверили, что мы будем приглашены на эти мероприятия для того, чтобы еще раз иметь возможность с более широким кругом, значит, турецкой власти, турецких коллег наших, иметь возможность познакомиться и, опять же, обсуждать те вопросы, которые мы обсуждаем всегда. А вопросы очень простые. Мы всегда говорим о том, что нужно признавать сложившиеся реалии. Прошло 30 лет. Мы не хотим ни с кем враждовать. Мы не хотим быть яблоком раздора в нашем регионе. Наоборот, усилиями нашего союзника Российской Федерации очень надеемся на наших друзей в Турецкой Республике, что все-таки конфликт, который вот имел место быть 30 лет назад, он завершен, Абхазия признанное государство, и эти реалии надо признать всем странам, как минимум, которые живут в одном регионе. А это, безусловно, помимо Российской Федерации, Абхазии, Турции, Ирана, Азербайджана, Армения и даже Грузия, которая в конце концов должна будет с этим согласиться и принять все то, что сегодня есть на самом деле, а не жить в каких-то иллюзиях. Более того, мы, конечно, пригласили наших турецких коллег посетить Абхазию.
и получили однозначный положительный ответ, что, скорее всего, это будет весна следующего года, когда делегация, парламентская делегация Турции прибудет в Абхазию. И вживую сами увидят, что эта страна состоялась, что государство у нас есть, что есть все институты власти, и к чему мы стремимся, как живет абхазский народ. Они увидят воочию, скажем так. Конечно, мы ставили и ряд других вопросов. Вы знаете, наверное, что не первый день мы говорим о возможности морского сообщения с Турцией. Да? Очень надеюсь, да, всего не могу сейчас раскрывать, но очень надеюсь на то, что в ближайшее время эти вопросы могут быть сняты. И вообще мне кажется, что 22 год для нашего региона, не только для Абхазии, а для всего региона в целом, может стать, как мне кажется, историческим, когда могут все-таки произойти какие-то события, которые, безусловно, будут стабилизировать ситуацию в регионе. Еще раз, мы обсуждали и не только в рамках встреч в парламенте Турции, но и с представителями других политических кругов, пусть будь то партия Ватан или журналистское сообщество Турции, когда была организована пресс-конференция и задавались вопросы. Например, был очень интересный вопрос, и наше мнение было интересно по... Помните, мы с вами обсуждали формат 3+3? 3+3, да, интересно, что об этом думают. Да. И я хочу вам сказать следующее, что мы, конечно, выразили, скажем так, со своей стороны поддержку такому формату, потому что любой формат, который подразумевает переговорный процесс, мирное налаживание отношений между народами и государствами, мы его будем поддерживать. Но, к большому, еще раз повторюсь, сожалению, сегодня в 3+3 не хватает Абхазии, да, как участника, как страны, которая находится как раз в этом регионе, о чем идет речь. И знаете, за нас никто наши вопросы не может решать. Мы являемся государством, мы это отметили, и мною была предложена, кстати говоря, идея, пусть это будет пока инициативой, посмотрим, как на нее отреагируют наши друзья, коллеги. Возможно, что вот формат, который говорят 3+3, я не знаю, это уровень Министерств иностранных дел или руководителей государств, но мне кажется, мы, как избранники народа, прямые, да, тоже такие же, как и главы государств, которых избирает народ, имеем право на создание аналогичного формата. И если нас поддержат наши друзья, а я знаю, что, например, представители партий, которые были, у них есть прекрасные контакты и в Иране, и в Азербайджане. Если эта идея будет интересна, и в этот формат, пусть это будет парламентско-экспертный формат, другая площадка, но чтобы она состоялась, и она будет, по-моему, выглядела бы 3+4. Но есть, вы знаете, еще, скажем так, государства, которые, вот наши коллеги турецкие, особенно представители партии Ватан, они всегда пытаются расширить наш диалог не только Черного моря, но и Средиземного моря. А там есть такая республика, как Северный Кипр. Да, и ее представители тоже активно принимали участие на этой встрече и говорили о том, что и они бы хотели подключиться к формату, потому что у них тоже есть вопросы, которые они хотели бы в ранге вот на таких площадках обсуждать. Но мне, конечно, я не могу за кого-то решать, за какой-то регион там или предлагать. Но я говорил о Черноморском бассейне, о странах региона, о той площадке 3+3, которая не устраивает меня, так как нет на этой площадке не представлена пока Абхазия. И если будет такая возможность, и коллеги наши будут поддерживать, я думаю, что аналогичный формат, будь то экспертный или парламентский, 3+4 был бы очень интересен, потому что без нас, за нас никто никакие вопросы решать не сможет. Абхазия – это государство Черноморского бассейна с протяженностью границы 220 километров моря, так что мы тоже живем в этом регионе, и мы должны быть услышаны. И вообще пора ломать эти стереотипы, когда кто-то нас в упор пытается не заметить. Какие бы, вы знаете, ограничения или
скажем так, палки в колеса нам не вставлялись, в любом случае придется всем смириться с тем, что Абхазия состоялась. И недалек тот день, когда весь мир нас признает, а не только страны, проживающие, скажем так, и народы в нашем регионе. И я как раз, вот когда мы говорим о диаспоре, Арифа, я всегда говорил, по-разному могут трактовать, да, мои суждения, но я считаю, что диаспора, безусловно, это в хорошем смысле слова инструмент влияния, инструмент продвижения абхазской внешней политики, абхазского государства, ну, конкретно сейчас, если говорить в Турции, и потому мы, конечно, будем использовать этот ресурс, который у нас есть, ресурс наших братьев, но в то же время мы не должны зацикливаться только на работе вот с диаспорой, понимаете, потому что перед нами стоят серьезные задачи, а наши задачи должны решаться политическим руководством стран, куда мы будем обращаться для того, чтобы Абхазия была признана всем мировым сообществом. Еще раз, диаспора – это мост, но и мы должны не сидеть сложа руки, а еще интенсивнее работать над тем, чтобы нашу страну признали. Астамур, огромное спасибо. Судя по тому, что я сегодня услышала, те двери, в которые мы уже давно стучимся, потихоньку открываются. И в этом, кстати, нам очень помогает диаспора. И с другой мыслью я тоже согласна, что мы должны работать и в другом направлении. Надеюсь, мы об этом поговорим и в следующие разы тоже. Спасибо вам большое. К другим новостям. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Инала Арзенба с назначением на пост главы МИД Абхазии. В поздравительном послании говорится, перед республикой стоят важные задачи по укреплению ее международных позиций, упрочнению региональной стабильности и безопасности. Российская сторона продолжит оказание всемирного содействия в достижении этих целей, отмечалось в послании. Напомним, что Инал Арзенба был назначен на пост министра внешнеполитического ведомства страны 17 ноября по указу президента Аслана Бжани. Министр уже приступил к рабочим обязанностям и даже высказался по некоторым важным аспектам внешней политики. В частности, он отметил, что в отношениях Абхазии и России есть серьезная договорно-правовая база. Она включает, безусловно, два основных больших соглашения – договор 2008 и договор 2014 года, который как раз и предполагает координацию во внешней политике и содействие участию Республики Абхазия в международных интеграционных группировках на постсоветском пространстве, создание общего пространства обороны и безопасности и, естественно, содействие социально-экономическому развитию Республики Абхазия. Это, безусловно, самые важные, сложные, болезненные вопросы, считает Инал Арзенба. Другим важным приоритетом Арзенба назвал развитие межрегионального сотрудничества с регионами Российской Федерации. Цитата. Здесь тоже можно активно развивать деятельность по вложению инвестиций. Планируется проведение инвестфорумов по Абхазии для того, чтобы привлекать инвестиции и создавать благоприятный инвестиционный имидж для нашей республики, поделился планами министр. В то же время Инал Арзенба отметил важность наращивания контактов с другими странами, которые признали Абхазию. Он положительно оценил развитие отношений между Абхазией и Сирийской Арабской Республикой и напомнил о планах по открытию посольства Абхазии в Никарагуа в 2022 году. Но при этом министр отметил важность работы и с теми государствами, которые еще не признали независимость Абхазии. И по словам Арзенба, тут очень важно создавать, цитата, правильный информационный фон. Женевские дискуссии министр назвал единственным многосторонним форматом, в котором Абхазия имеет представительство, и отметил в этой связи главный приоритет – это признание суверенитета со стороны Грузии и подписание двустороннего соглашения о неприменении силы. Это, очевидно, сложный путь, понятно, что не быстрый, понятно, что будут препятствия, понятно, что легко нам это точно не дастся, но будем двигаться настойчиво на этом направлении, отметил Инал Арзенба. Также министр иностранных дел выразил обеспокоенность совместными военными учениями Соединенных Штатов, Украины и Грузии в Черном море, которые, по его словам, не способствуют укреплению архитектуры безопасности в регионе. И, конечно, эту ситуацию необходимо отслеживать, как и нужно отслеживать развитие ситуации в Грузии. Она тоже активно развивается, сказал Арзенба.
Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели бы сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы по-прежнему будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.